Сотрудники цеха специализированного ремонта оборудования, тепловой автоматики и средств измерений, помимо своих основных служебных обязанностей по обслуживанию энергопредприятий района республики, выполняют еще и монтаж и наладку охранно-пожарной сигнализации. Среди лучших в основном это инженеры и электрослесари Сергей Цветков, Евгений Кузнецов, Салават Губайдулин, Геннадий Роденко, Михаил Веретенников, Виталий Гущинский, Виктор Степаненко, Егор Манцыгин, Дмитрий Коник. О работе этих специалистов, где бы они ни были заняты, всегда только хорошие отзывы. Персонал наш постоянно обучается, осваивает смежные специальности, смежные, какие-то профессии. Есть у нас сейчас группа в принципе, не группа, а занимаемся также охранно-пожарной системами уже и по городу, по ГРЭС, по городу, и, возможно, даже и где-то будем и за пределами Нерюнгринского района. Востребованность на сегодняшний день имеется. Из 30 лет своего трудового стажа большую часть Виталий Глинский провел на Северной земле. Начинал электрогазосварщиком на Нерюнгринской станции. В начале 90-х получил новую специализацию в энергетическом техникуме и вскоре стал электрослесарем, инженером, а затем и мастером группы автоматической системы регулирования. Разумеется, Виталия Викторовича ценят в коллективе как специалиста высокого класса, как опытного наставника нового поколения сотрудников, всегда готового предложить что-то новое для повышения эффективности работы предприятия. Впрочем, далеко не только деловыми качествами интересен этот человек, а хотя бы и тем, что он имел непосредственное отношение к становлению кабельного телевидения города Нерюнгри, работая в начале 90-х в телекомпании «Интеграл». Хороший семьянин, он имеет 2 детей, сыновей, занимается радиолюбительством. У него очень большая такая картотека фотографий, которые, они занимаются радиолюбительством и соединяются с другими корреспондентами, и очень хорошая корреспонденция у него прям в группе висит фотографий много с другими странами зарубежными.